Браты і сёстры, збіраемся ў гэтым месцы, але як адным духам, бо пры гэтым самым агне, які быў запалены у Вифлееме на ўсіх алтарах свету, можа ў розныя гадзіны, але ў гэты сам момант, калі нараджаецца Jesús Христос. Так, сапраўда, гэта ўжо факт гістарычны, бо ён нарадзіўся, але сёння мы збіраемся, каб гэты полымь агня разгарэўся ў нашым сэрцы, каб там знайшоўся якісьці куток, дзе можа прыйсці сам Христос Збаўца, які хоча адарыць нас найбольшай радасцю, найбольшым супакоем і тым здароўем, якое нам патрэбнае, не толькі гэтым зямным, але таксама і духоўным у дарозе да нашай святасці, да яго валадарства, дзе ён сказаў: «Я ўжо пайшоў і прыгатаваў вам месца», а гэта залежыць не ад мяне, але ад кожнага з вас. Хто хоча, нехай увойдзе. Але в другім месці мы прачытаем, где сказано: «Ваходзьце праз тыя варата, якія вузкія». У нас сьогодні практично вузкие ворота. У нас сегодня тут шмат забралось, шмат нас пошло. И маю надею, что мы все колисти станем перед обличием Бога Наивысшего и разом войдем у валадарства, где есть соправдное светло, не погасное, у свечки загорит. Теперь свечки так само, лампочки так само перегорают, а Иисус Христос является светлом, якое не гаснет, а только распадая все больше и больше сердца кожного из нас Божьей волей. Подчас этой святой мши прошу доброго и милосердного Пана у постаті Єсуса, дитятка, який сьогодні день народження переживає, за інтенції, за Ярослава і Даніеля, з нагоди надавили кров, так само за їх батьків і кров. Так само у наших молитвах Пана передав всіх добродіїв і охвяrodавців нашої парафії, духовенства, а так само тих людей доброї волі, які нам допомагають, а так само і тих, хто творить живий заправний Христос. Это мы, что кожный является маленьким каменчиком, який повстає і будує, який вежу матері до Божьего трона. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем спасти в эту наисвятейшую охрану. Поведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, вчинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, за Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, радуем навеки великой хвалы Твою. Пане Боже, Богословен небесный, Боже, Отче всемогутний, Пане, Сыне, Отец,
просим, как с верою принявши на земли светло яко правды. Мы верим в телу яко радостью неде, яки с тобою живей владарит в едности Духа Святого. Бог крадущий веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Ісаї. Народ, який ходив у темряві, побачив світло велике. Над жихарами країни смертного тіню зазяло світло. Ти помножив народ, повелевший радость. Він веселиться перед тобою, як веселятся в час жнива. Як тешится твоих поделись добычи. Бо ярмон, что вняло его, який не в речах ягоних, і розгул пригнятальника ягоного, ти зламав, як у день Мадияма. Бо усякий год, воюючи жовніром і отсійти, забрудженою кривею, буде кинуто в пожар на ежу огню. Бо дитя народилося нам, син дадений нам, і влада спочила на плечах його. Ведуть йому ім'я, чудовий зарадчик, Бог моцний, справедливий Отець, князь спокойный. Буде великим панование его, и миру не буде конца. Над троном Давида и над его владарством, якое ён умацує, и подтримає у правосудді и справедливости, а в эту и навеки. Трусливость Пана Могутцев учинить это. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Читание послания святого апостола Павла от Тита. Милованная, явилась ласка Божия, избавившая от всех людей, якая учит нас, как мы, оторвавшись от неподности и пожадливости свету, живем в теперешнем житии, разважливо, справедливо и побожно, шатаючи счастливой надеей и отновление хвалы великого Бога, избавился нашего тела за Христа. И
який обрав самого себе за нас, щоб искупить навечерянное беззаконие и очистить для себя народ выбранный, от милых и добрых учителей. Это Слово Божие. Читание Святого Евангелия по Луки. Сталося у ті дні. Вийшов от Цезара Августа заказ зробити перепис по всій землі. Гэта перепис був перший падчас панавання Квірінія ў Сирії. І пайшлі все записываться кожны у свой город. Пошел так само и Иуда с Галилеи в город Назарет, у Юдею, у город Давида, зван Вифлеем, бо он был с дому и роду Давида, как записаться с Марией, зарученной им, якая была тяжарной. А лишь яны были там, надышел час народить свой, и народила сына своего, першородного, и спалила его, и послала у ясли, бо не было им места у доезде. У той околицы были на поле пастухи, якія вартовали вночи свой стада. Раптом з'явився им анёл Пана, и хвала Пана осветлила их, и великий страх окатил их. И сказал им анёл: не бойтесь, я обвещаю вам великую радость, якая будет для всего народа. Он родился вам сегодня у городе Давида звался, який ёст Христос Пан. И вот знак вам. Знойдете немовля, повитая и поклавленная у ясла. И раптом з'явилася с анёлом великая войска небесная, якое прославляла Бога и извлекала: хвала на вышинях Богу, а на землі покой людям доброй воли. Это слово Пана. Народ, який ходив у темрі, убачив світло великое над жихарами країни, смиренного теню засяло світло. Брати і сестри, сьогодні уночі в этой каплице мы збираємося не тому, что не было часу, чтобы это учили день, то можно было бы и так самому день встретиться и отправить святую душу. Не тому, что завтра у нас не свободный день, мы так само можем встретиться, а эта ночь особливая, бо это ночь, якая рассветила темру, и такая темна по сегодняшний день не погасая и не погасне, как кончание свету, але коли свет кончится, и она разгорится еще большей, новой, досконалой любовью. Коли часто езжу и размовляю с молодью альбо с людьми и спрашиваю, а в чем вы бы хотели почуть у Слове Божьем подчас коллекции, подчас миссии, мать свой специфичный уровень, свою тематику, подчас якісь конференции, где часто чуть про семью, про життя, про гэтые справы грешные, про гэтые справы грешные, але знакомы отсоток людей, знакомый отсоток людей, а вот який бы хотел почуть про Бога. А сегодня мы збираемся тут, как разважать про это народа. И на тле справ Божьих, может, хочем разъяснить наше життя. Бо коли мы пойдем у темру, то в этой темре можем спотыкнуться и упасть в великую яму. Это наше життя. Мы коли там нема Бога, як бы мы ни шли,
ким бы мы ни трималися за руку, які ми важні люди не були, що ми б не робили, але у темрі ми і так не певні люди. І тому сьогодні ми приходимо в эту святыню, бо нам в эту певність і надію дав сам Христос, коли народився, і коли після смертного повстання сказав, і я іду, і подрихтую вам місце, а коли це учиню, вернуся, і заберу кожного з вас до себе. А хто такий Бог? Чи це тільки гучання ім'я? Чи хто-небудь нас бачив Бога? Коли будемо читати Євангелію, ніхто Бога Отця не бачив, але свідчить об ним тільки Отець, тільки Син одинородний. Иисус Христос скажет в Евангелии по поводу святого Иоанна: «Я и Отец одно». И когда мы будем уважливо слухать святую имшу, есть один вельми важный момент в этой имши. А проча, коли переменяет свята хлеб у тела и вино у кровь Христа. Есть еще слово, які ручат брат Христа с Христом и у Христе. Тебе, Боже Отче Всемогутний, у єдності Духа Святого уся пошана и хвала брат все веки вечные и век Царствия. Аминь. Это на прославление Бога Отца, чему образ Христа можем убачить Бога Отца. И только у этом випадку, познаючи Его сообразную любовь, нам захочется нахилиться до сердца этого человека. Не ведаю, чему чисто и прекрасно. А я, будучи у разных частях света, часами ходишь по колоде, у разных семьях часами приходишь в такую семью, где панует сообразная любовь. И когда глядишь, что муж какая жена какая мужа, и они уже с тобой живут не первый год, не 10-й, а может 25-й, а может 30-й год. И глядишь на них и разумеешь, чем есть слово брат Христа, Христом и в Христе. Это и есть любовь. И в этой семье, браты и сестры, не хочется ходить. Вот там бачишь, что там гармония, и эта гармония життя отыгрывая первое чувство любовь. И они эту любовь опирают на Христе, на Богу. Бо они ее познали, и они ведают, чем они являются. Что это не то, что я себе хочу, а это то, что я могу охляровать другому человеку. Это вежный важный ценность. И мы сегодня собираемся, что Бог Отец охляровал самого себе царству, самого себе, у постати Сына Одинородного для нас людей. Это учинил не только, как показать ей свою могучесть, не только, как показать, какие терпения может перенести, а любящий сердце с любовью до кожного з нас. И я говорю и повторяю сегодня еще раз, что Божия любовь, она неизмерная. И она как была у початку створения земли. Как Бог покахал Адаму и Еву, так сегодня Бог такой самой любовью какая кожного з нас. И не только, но вот наибольшего грешника. Его любовь ничем не изменяется. И она проявляется у тех, что человек может прийти и окунуться в эту соправную любовь. Мы так вельми часто привыкли переживать так званое свято кровь Христа. Приходим и окунаемся, и восстаем. А уж что мы маем окунуться? Сидим в эту холодную воду, то она может быть холодная и неприемная. А в эту любовь западуя, в этой любовь она так само холодная, и она не один раз с нами по красе, и она не один раз на нас вытеснит, может, кисть, сон или слезы. Это соправдная любовь Божия, якая сегодня нас туда подбирает. И не тая, якая только дає радость, по радость Його, а не в этом свете прекрасно. Мы ее, может, не познаем, соправдную радость, бо вот эта правдная радость, открытая ужасе вечной. А чем это? Свято Божьего народжения. Сон веселится перед тобою, як веселится у час жнива, як тешится при падении добычи. Бо ярмо, что гняло его, и кінь на плечах його, і руки пригнечені його, і зламав, як у день вогня. Ох ти, Йосиф Соломець, стоя, що у очах перспективи життя людського надається ніби якийсь сенс, але в Божому житті я не маю ніякого сенсу, ніякої перспективи. І ми
покликання, как в нашем житті знайти отказ на Божию справедливую любовь, якую Бог нам дает. Мы вельми часто способ, может, мы не так, але, например, когда поедешь, например, в Англию, и будешь размовлять с людьми, и там кто-то купит тебе какую аттрактивную, цікавую речь, когда я похвалю кого-то, когда эту речь хорошую, ну, как-то, не как-то барабанит. А в нашем внимании, когда можно похвалить, для этого говорит, так вышло, ну так себе, пасуя, не пасуя. Кто-то, может, сидел у цирульни и написал прическу 4 годины, мучился, тратил уж под часу, когда вышел, пригожая прическа. А так себе получилось. Но нет, братья и сестры, Иисус, Пан Бог, хочет показать Иисуса Христа, а Иисус Христос хочет прославить Бога Отца за Христос. Чому? Бо Він являється адбиттем Ісуса Христа. Иисус Христос является адбиттем так само Бога. Это одно и то же самое адбиттем. Когда я не буду хвалить самого себе, не буду бачить этих добрых святостей, які Он мне Бог дал. Так что я могу нести? Это так само, як кто-нибудь из вас имел добрый талант и любит спевать, например, наши американцы записали ходить чистый. Только уже отдавать цель отписали. Потому что не только нам показать это пророчество, а и как самими собой любоваться неизначенно. Я так и сказал, не для этого говорю, а я говорю для того, что Бог Отец, и Он так само хочет любоваться у своим сыне, якого Он наиграл в эту отбитие. Один брат не смеет. И вы покликали, как будто близнецами сердца Христа, и как колись научились так поступать в жизни, и Иисус Христос нас учит свободной Евангелии Божьей. Это не отбывается у палата, это не отбывается на тронах, это не отбывается такими титулами для детей. Нет, не в этом направку можно пить, только либо глядя на ясли. Это случайное, тихое место, случайное. Это не двор королевский, где нарожается Иисус Христос. Это не титулы, які одразу пастушки приходять і цілують Иисуса Христа. Нет, это случайный Бог, в случайной постати людской объявляется подлинным нам. Как мы так само могли уподобиться на Его. Почему мы на королевском троне, потому что решили, что стоят. Они на королевского трона далеко по-идемски. Шило не смотрели с района, а иначе еще в углях, потому что один тут человек живет. Что? Треба было уже поверхность. Нет, чистые другие. Он опирается на Иисуса Христе. Он принизил самого себе, так как часами и мы приниживаем наши пути, как нашу натуру людскую удлять себе, как нас послали. Научим, маем быть подобными до Иисуса Христа. А учим. А мы помрем, но рано или поздно это придет. И потом может отклонить, может отклонить через месяц. Может всякого, и это что-то не Бога. Але, это одно. Скорее, по-моему, быть подобны до Иисуса Христа, и быть отбитие Иисуса Христа. Я пойду, разбраны, до неба, потом Бог скажет, Иисус, это ты Христос. Это так самое, это, смотрите, истории Старого Завета книги Бытия. Двух братьев, Эзав и Яков. Так ладно, та самая ситуация. Эзав был первым, ему налезлось это расславление Бога Отца, Бога православления Бога Отца Ягодова, Изаака, а не это расславление ухитрить, умудрить способ, выманивая молодца судья, пусть не крадеет все кадьянцы и приходит к Бабке просить благословения. Бабка подумал, что это Эзав, и дал ему благословение, а благословение не только пришло благословение, а это самое главное. Моем типу, першим, и день шмат других речей. Это благословение, эта история показывает, что мы в таких сам способ подвинуться власти. Не такие, какие нам следует и пропонует, не с этими титулами, не с этими родными речами, а не хитрый способ, как дойти до благодатства небесного. Просто, братья и сестры, как и мы, як тут написано, сын даден нам, и влада спочила на плечах
дадут ему имя чудовный заразший, Бог мощный, предвечный Отец, место покою, и будет великим панование Его, и миру не будет конца. Зная нашу веру, а на слово «Ился надился, aby Духа Святого предвенчил на знак того, что это слово в эту лишнюю ночь приняло актами избавки, план и действий веру одиного Бога, а и каждого Бога. Творителя неба и земли, всего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, Девы Марии, и стался человеком, упрежованный до самого нас, при Понтском Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, садись праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померных, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына покою, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один кровь для отпущения грехов, и шакаю воскрешения померных, и життя вечного в будущем свете. Та Бога, який у эту ночь оказал свою великую любовь для всех людей, доверил ключом нашей молитвы. Молимся за святый костел. И он отвешал всему свету вечную любовь Бога, объявленную в Христе, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Ты, кому доручена миссия обвещения Божьего Слова, как я миру привод и отдана выполнить свое задание. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об покое во всем свете, как каждый человек открыл свое сердце для Христа, який является примесью покоя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Ты, кто находится на військовій службі, как Христос, який приходить на землю, одарив їх справжньою радістю. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворих и самотных, как радость предприемской ночи наполнила их сердце надеей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутствует, как мы вдохнулись своим життям прославлять Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Свята Ярослава і Данила, народу Кароліни Костю, становлені батьком Костю, а потім благословили Богославства, та й свято благословляли всі і помножені своєї доброї. Выслухай нас, Пане. Милосердие Бога ученика, практика на землю целомудренного слова, заясняло наши сердце, что Бога и правду, прав Христа, Пана нашего.
мою и вашу являю, Бога и всемогущий. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Нехай буде тобі славі, приємне наше являє, і слава тобі, Божий святий, Господь, Бога народженого. А простаємніче, не добро, я приймаю всього Божості Твоего Сына, який наша чоловіча натура поєдналася з тобою, який живе і владарить за віки вічні. Пане святый мой час, всемогущий вечный Божа, Бог таємницю вселенного Слова, да взяла для очей нашей души новое светло Твоей хвалы, как мы, познающий Бога, уважаем Господи, были и вознесены от любов'я ваших речах. Тому небо и земля захопление вспевают тебе новую песню, и мы тут семи хорами ангелов прославляем Тебе. Народом семи усмехающий. Правди Божа, милостив Отче, покорно нас просим и молим Тебе, правдивца Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил в этой дары, в это приношение, в эту святую и беззаконную объяву, благодарение Тебе найдем за Твой святый католический костел, будь ласкавый, оборвать и покоем, охолно, нас, и керовать им во всем свете, разным слугой Твоим, папам нашим Львом, biskupom naszym Józefem i siły biskupów, siły kto wierna, zachołuje i wyznaje katolicką i apostolską wierę. Pamiętaj, Panie, spraw sługą Twoim. I prausich тут присутных, веру и отданность, яких мы ведаем. За их мы приносим Тебе эту объяву хвалы, и это самое это приносим за себе, за всех своих близких, за искупление своих душов, за надею на избавление и уратование, услышать Твои молитвы до Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. В едности Святым Костелом, в наисвятейшую ночь, коли благословленная Мария, в непорочном девотстве родилась Иисус Спаса, найдешь пошаны и вспоминаем в эту благословленную Господи Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа. Отца Святого Юзефа, обранника Святейшей Панны Марии, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра, Павла, Андрея, Якуба, Яна, Томаса, Якуба, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Симона, Федоруса, Яна, Феофана, Клемента, Корнелия, Киприяна, Лаврентия, Знакома, Яна, Павла, Косму, Дамьяна,
и всех святых Твоих, практик Господней молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека. Panie, łaskawa chwili prosím Ветрию Ахяру, от нас Твоих слугов и от всей семьи Твоей. Заховай дни наши в Твоем покое. Избав нас от вечного осуждения и получи от Твоих избранных. Просим Тебя, Боже, благослови Твоего благословения, освети эти дары и учини их досконалые и милые Тебе Ахяре, как станете они для нас телом и кровью Твоего наивеличего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. На передовые муки, где Он взял хлеб, и Твои святые достойные руки поднял Боже до неба к Тебе, Бога, а и стал всемогутного, и поднявши Тебе складающий благословил, ломал и раздавал Своим учениям также. Явите и ешьте это во все, Бог это есть тело мое, якое за вас будет предано. Подобным чином по вечеру взял эти почетные келих и Твои святые и достойные руки, вновь Тебе подяку складающий благословил и подал Твоим учениям кажучи. Ярите и пите из его все, Бог это есть келих крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, где на отпущение грехов. Это чините на мою память. Обращаем свет Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего престолования. Panie, wysługi Twojej Twoich świętych, wspominając благословенную Божию воскрешение, так само хвалебное у Него Христе Иисуса Христа, Сына Твоего Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей, Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру бездоганную, хлеб святый Жита вечного и келих вечного славления. Взглянь на ее милостивую благодатную откровение, как принял дары праведного Слуги Твоего Авеля, ахвяру патриархи нашего Авраама и святую же бездоганную ахвяру, и принес Тебе наивысшейший святар Твой Моисея. Покорно просим Тебе, всемогутный Бога, загадай Твоему святому анgelу, занести в эту ахвяру на Твой небесный алтарь, и разобриться Твоей Божской величием, как должны все мы, які удзельнічаем в этой ахвяре алтара, и прямаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрывали штодрое небесное благословение и ласку. Памятай, Пане, так само про слугам Твоих, якие одышли перед нами со знаком веры и святостью покоя. Просим Тебя, Пане, дай им, и всех подпочивая в Христе, торговать уместно утешения, светла и покою. Так само и нам, грешным слугам Твоим, якие подаются на великую милосердность Твою, будь ласкавый дать удел и едности Твоими святыми апостолами и мучениками, Яном, Стефаном, Матфеем, Варнавом, Игнатом, Александром, Марселином, Петром, Никитой, Посвятой, Агатой, Луцей, Агнесой, Пустылей, Анастасией и всеми святыми Твоими, дети просим и нас, улитки Божьи, не для наших заслугов, а дякуючи Твоему православию, брат Христа, Пана нашего, брат Якова, Ты Божа, и все такие доброты не Ты растворяешь, освещаешь, оживляешь, благословляешь, и нас ими наделяешь. Раз Христа, Христом Ему Христе, на Его забойкам всемогутным, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, правду Тебя и вечная. Сын Божий стался человеком,
вдячности теперь надеемся когда. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты наши. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просимся, Егане, слав нас на душа Божьего, дай ласкаво упокою дни наши, да поможет нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и закованы вчерашнего неспокойну, чакали исполнения счастливой надежды, и притча славы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, что покой покидаю вас, и покой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Господа Твоего, и будь ласкавый Бог на Твоей воле, дарите Господу покоя и верностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Упокой нам, яхай завсёды будет с вами. И духом Твоим. Вернайся ближнему Царству покою. Будь поранок Божий, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликами на вечеру Его милу. Я не могу, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Panie nasz Boże, dozwól nam radość i światła znalezienie naszego Zbawiciela i godnym życiom zasłużyć różne Jemu niebie, jak ci żyli i władali na wieki wieczny. Следующее. Пожелание для вас усіх от нашего настоящего ордена монахов святого Архангела Михаила, великого заступника Дарьюша Вика, и теперь ссылая вам віншування і воинство, это слово правды стало телом участі кожного з нас і принесло это упокоєння, яке ми чекаємо, але перше є у нашому серці, у наших сім'ях. Ми будували на їх справжню радость. Дякую великий Михаэлькам за то, что пришли, что вы спевали так само, будем спевать на каждую и 12:01. Отбудется дитячая Божия постанова, запрошаем всех детей, а так само передал святый Николай, что в Женежу Амаль попросил, переехал, за что так само может явиться где-то у 12:01, так что запрошаю детей. Вам может приведешь, вам надеюсь, что добрый дух, конечно, открывается. После святой Имши отбудется одразу благословение оплатцев, вот администрации, физического алтаря, раздателей, ожидая Божьего дня, будет оставаться и поломаться, а первые наилучшие пожелания, чином пожелания, чтобы Бог был в сердце каждого вкладывает мои пожелания и развлекали клиенту перед этим Иисусом Христом подчас кожної пастельки, яку я справляю у 22, у 24, так дякую Богу, що ще раз ми дозволив сьогодні справляти эту святую літургію, так велику переживати час Божого народження. Це буде питання, чи я давно народився, чи ні? Це питання Божого. Уважаемый Шаншан, мы все пам'ятки віншуємо вас у святом Божого народження. Жадаємо вам усмішки і радості у кожному дні. Розташності, терпіння, турботи, а не великі радості. Радості, яку може дати новороджений день. Можна бути спокійним, любов'ю, а бути людей поруч, парадом, які проживають підтримку і милість. Нам з вами вельми добре. И мы удачно Богу за вас и за ваше служение, за его благословение Бога. И в этом Божьего народжения. Господи, приступила и до коммунии сегодня святой. Это завжди так не можна, що мой обов'язок служишся. Молиться в отец, что лише здесь там далеко от Бога. И так само, говорячи вам, вы обов'язок, что вы саме ваши отечи, так, кожному чистым сердцем делать, не только так приготоваться. И может, кто-то выбор не заставит, правда, он там будет овцы, там Бог такой шваброй стоит. И написано, это свято Божьего народжения, Пан Иисус придя, так что важно, как вот не проворонный, что Пан Иисус придя, уже может ушел, это кожному из нас потребно. Это великий службы литургичной алтарам, парафии парафиальной, за допомогу, за аппарат и в этой таблице, и святыни, и так само на території нашої будови, дякую так само всім, хто причинився до будування в цій звичайній, а не святій Божій шостці, яка ми дуже важна, що цей спосіб, що ми складаємо, що там риба два, для наших славистів, які як одночасно сьогодні мають нове, і що розвиваємося, наші справляли. Предложение было иначе, можно потом светки не срывать, не забирать вначале, будет потребность на постоянно 40 дней. Пока 40 днем, это все потом будет распродано на акции, на аукционе, на доме. Это уже дает отвести торги наши. Только живите после на распродаже.
благи. Славите ваши апостолы на благословение. Бог без конца добрый, радуйся славления своего милости, всем умершим свету. А братья подорожили дополнить светло братью наисвятейшую ночь. Нехай ее отгонит от вас всем греховные сети ваши сердца, светло власти. Слава Богу, как детский пастушкам добрым наживал дорожение ваши. Нехай наполнит ваше сердце своею радостью и учинит вас судами своего Евангелия. Помните как твое славление, моя нам земное небесное. Нехай наполнит вас дарами своего с упокою и доброй воли. И дарует вас от любовности святых в небе. Благословение всемогущего Бога, Отца и Сына, и Духа Святого, нехай придет на вас и достанется на завсёды. Идите в упокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святые Архангелы Виталия, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор Бога Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на муку душ свою спасите. в эту урочистую середину прославляем Бога нашего Отца, Якого народного Сына Иисуса Христа, який не родився, і що там говорив, как ты с Богом с нами. Дякуємо тобі, Боже, Отче, за этот хлеб, лёг земли и нас рук человека, и сегодня собирая нас скаля одного стола в этой святыне. Подобно як збирає нас скаля алтаря Евхаристичного. Благослови, за тебя власть, ничего не будем добиться, подобно старожитным христианским разрешениям, или каждое святочное ощущение. Пане, ты учил нас, как делиться с хлебом души, мы делимся само особливо потребующей любовью, порадой и спокойной. А верующих нас, дарами досконалой любови, для себе и для ближних, и научи прославлять свою отцовскую добрыню. Брат Христа, Пана нашего. Номер 172.